Нет, ну как? Че, откуда я родом? Да, скажи, я Дмитрий Атласкин. Да, зовут меня Дима Атласкин. Родом я с Филоватова, Горномарийский район, Республики Марий-Эл. 1982 года выпуска. Давай серьезно. Живу в городе Йошкар-Ола. Ну, публика знает тебя как Дмитрия Атласкина, известного исполнителя. Скажи, пожалуйста, когда и как начался твой путь в музыку? В музыку путь начался у меня так. Где-то в 96-м году. Были кружки в ДК. Приходили, играли, тут что-то группу создали. Начали играть, репетировать. И с тех пор вот понеслось потихонечку. А на каких инструментах ты играешь? Могу на гитаре, так чуть-чуть могу и на балалайке сыграть. Скажи, пожалуйста, какую роль музыка играет в твоей жизни? Больше хобби. Оно приносит тебе удовольствие? Конечно, как без этого. Иначе бы При- не занимался. Приносит тебе прибыль? Прибыль? Да. Раз что душевный. А для тебя важно исполнять чьи-то песни или собственные? Не, важно, тут отмечу, что лучше собственные. Чужие песни как-то это. Поют, кто хочет, пусть поет, но мы чисто свои песни. Мы — это кто? Дмитрий Пиццоркин, мой друг, с которым вот мы вместе занимаемся уже много лет. Лет 15-20, наверное, уже. Расскажи, пожалуйста, историю вашего знакомства. Историю. Вспомни бы, как мы познакомились. А как мы познакомились? Пришел я в группу... Сергею Ивановичу пришел в какую-то группу играть. Ну, зашел, с ними играл. А группа Ангел, да. А ты играл в группе Пропавшие без вести. Ну, там и познакомились. А потом нашлась песня одна хорошая. И решили вдвоем сделать. И с тех пор и вот начали и занимаемся уже. А какой это был год и что за песня? Песня на горномарийском языке Ярто Машгишен, а год был где-то 2009, наверное. 7-й, может. 9-й. А проще нет вопросов. Да, чуть-чуть не Вот уходите, чтобы микрофончик, да, ага, вот так. Обними меня. Не, ну можно было коньяк, сигару там. С начала года мы записали, прямо выпустили где-то около 5 песен. 2 сами исполнили, 3 Отдали. да, 3 отдали местным исполнителям. Они к нам написали, попросили нас помочь им. Они хотят что-то молодежное, современное, именно в нашей интерпретации, потому что мы горномарийскую песню уже по-своему видим, за столько лет как бы свое звучание уже выстроили. Поэтому есть люди, которые обращаются, даже одну песню мы записали. Лугмарийский. Лугмарийский традиционный, Вот да. я как раз хотела узнать, да, больше обращаться к нашей земле, да? Ну, по-разному. Мы, конечно, и местным начали, вот именно с местными работать. Да, и более обращаться, плотно. да. То есть мы можем на студию пригласить и прям поработать над вокалом при записи. А если шкалы, они в основном заказывают у нас фонограмму. и Мелодию. Мелодию к фонограмме. Ну, про Диму Пиццоркина я знаю, что он отвечает больше за музыкальный ряд, а Дима Атласкин за Мелодия, да, текст. текст. То есть мелодия рождается чаще в чьей голове? Когда как. Бывает, У вас нет Дима такого? напоет, я говорю, о, Что да. там на рыбьем языке говорится. А потом, конечно, все это редактируется, и что-то убавляем, что-то прибавляем, что-то... Дим там что-нибудь спел на гитаре, под гитару записал, отправил мне. Я там поправляю, как-то по-другому перерабатываю. Либо я создаю какой-нибудь каркас, аранжировки, он приезжает сюда, тоже так же напевает, может на, в студию он зашел, напел. Потом уже на это все
вся аранжировка строится поверх. Сколько лет вашему дуэту? И вы сразу стали дуэтом или были творческими единицами? Ну, Дима-то до знакомства со мной уже на сцене он много лет был именно на гармонийской сцене. А я-то с ним первый раз вышел с марийской песней. И Артемашкиша. Да. 2009 год как раз. Или 2010. Ну, Плюс-минус. те времена, да. Тоже спонтанно мы записали, отправили на радио. Точнее, не на радио, а ВКонтакт. Мы ВКонтакт Выложили. Записали песню, выложили ВКонтакт. Нам написали ведущие Марила Радио о том, что, ребята, прикольная песня, давайте мы возьмем ее в эфир радиостанции нашей. Мы обрадовались. То есть Да. первая песня Да. выстрелила Да. точно в цель. Это вообще мы как-то ее записали, там шуточный вариант в начале песни есть. Да, Просто песня по приколу. буквально потом через месяц, что ли, мы слышим о том, что мы в хит-парад уже попали. Или не Марийский. в тройку с этой песней поднимались. Сейчас точно не могу сказать, на первом, наверное, не было. И потом концерт Марила Радио нас туда сразу приглашают. В общем, и... Потом также интервью РЕН-ТВ, Да. телеканал. Да. Не РЕН-ТВ, а местно. Ну, место по РЕН-ТВ. Каждый айдемын шке сынже, шунымашыже, сандене икте классика семын колыштеш. Весе поп-музыкам йӧрата. Чынак, жанр шотышто музык моткоч поян. Тачысе семалан рубрикыштына Курык Марий районын самырык мурызыжо да сем мастарже дене палымым ыштена. Курык Марий районын эргыж Дмитрий Пекцоркин ден Дмитрий Атласкин. Сем толкынышто у корным кычалше-влак улыт манаш лиеш. Теве мутлан нунын яратымаш гишан мурыштым Курык Марийыште гына огыл, тыгак Юлын шола могырыштыжат куанен колыштыт. А усталык пашашт кузе тӱҥалын? Вы изначально делали просто по зову души, не ставя какие-то ставки. Цели Вообще у вас не было. да. Просто песня в шутку деланная, там, в начале просто прикалывались. Просто ради этого интереса выложили в интернет и все. Да, Леня нам дал песню эту. И вот немножко переделали А мелодию. Леня, расскажите. Леонтьев, Леонид, да, все знают. Местный гармонист. Да, крутой чувак, который тоже также поддерживает и поднимает культуру духа Горно-Марийского района, национальную, пишет песни. Вот в смысле так получилось, что он нам дал свою песню. И с этой песни началось наше творчество, наш дуэт. Шаля, Дмитрий! Шаля! Ты, Леня, ты я же моросочный, нажал-ка фотограмму же махань интересный. Ча вот, ты кнопка. Опа! Сильная? Сильно вообще. Ты нормальный? Нормально. Ты шай лежит тулы? Шай лежит лу. Ну? Ща вот. Здесь что штракен, конечно. А я тебе супер кнопки мулы. Давай, что? Ты ты что? Şedevlaganya sense içi Yerelde meçe keçigan Ужнем же еде янгыште же Жеря волгал мадоника И до сих пор вот. Самый ошеломительный успех с такой песней. Сагайдвиль, конечно. Не, ну это первая песня тоже успех как бы. Ну, Да, да, а вот потом, это я. ну, я скажу, что Сагайдвиль, она, конечно, произошла. Ой. Да. Очень Ну, сильно. насколько знаю, Это на вс- эту песню есть клип. Да, это конечно. все, конечно, клип все поднял этот успех. Даже караоке есть, скажу больше. Караоке-версию. В том году. Да. Где Марина, ты сейчас? Сегодня состоится праздник Алые Паруса, где вы будете выступать. Уточним, что не в Питере, а мы Да, находимся уточним, в что Горно-Марийском в Питере, районе. в Горно-Марийском районе, да. Какая-то премьера песни у вас будет? Да.
Там вообще все премьерные песни, практически больше половины, они не исполнялись на сцене вообще нигде. Только в интернете. И Алена будет 2 песни наши исполнять. Света, Света снова. мы и Женя. Да, мы с Димой тоже. Втроем. Втроем, да, с Женей. И потом еще наши дуэтные песни новые. Новая. То есть, ну, песни. 5 песен получается. Да, из 12 5 новых. Hemen seniz müzikine giriyor. Lan şaşırdık. Dima Atlaskina. Медлячок, можно танцевать. Приглашаю туда, конечно. Лучший вариант. Вам не мешает расстояние между вами? Абсолютно. Мне сейчас есть интернет. Мы каждый день на связи, мы с утра до вечера можем. Бываем и всю ночь. Да. Такой вопрос. А вы больше как партнеры или все-таки еще и друзья? Мы больше друзья, а потом партнеры. То есть вы по праву можете назвать Конечно. друг друга лучшим другом? Конечно. Сколько пережито вместе, чего только не было. Был период, когда мы полгода, может вообще даже не созванивались.
Да? Да, Да, Что это был послужило причиной? творческий кризис, наверное, у нас какой-то был. все И, выключилось. Да. Димы интерес к музыке был пропал у меня. У меня и по-другому как-то было. Я больше, наверное, в электронную музыку ушел было. А я выключился просто. А он просто да, выключил. Мне что-то Давно это было? Лет 5 назад было. плюс-минус. А как вы возобновили? Я уже- Музыкальный вот эти. А чё, как? А чё с музыкой опять начали? Туда-сюда. Ну, то есть у вас не было недосказанности, обид друг на друга, просто вы немножко выгорели. Просто, да, вот надо было перерыв какой-то вот. Мгм. Ну, хлопоты социальные туда-сюда, там. Не до музыки, да вообще и даже звонить кому-то, не писать, ни с кем, ни общение, просто куда-то потеряться. А ваши жены, дети дружат? Общаются. Сегодня вот увидеться. Ну, редко видим. Мы-то чаще видимся, а они-то там Ешкарлака, Змеянск. А дети-то у меня Я-то тут маленький. Да. у меня-то маленькая, конечно, но большая. А Чуть-чуть больше. Лет на 10. какие у вас планы на будущее? Планы на будущее. Написать еще штук 10 песен, может 20. Желательно 20 новых, чтобы... И вообще Дима хочет концерт. Говорит, давай говорит, концерт Да. сделаем. Ну, вообще план там грандиозный, конечно, на этот год. У нас же есть все наши старые песни. Мы хотим выпустить, наконец, на площадке, на Яндекс.Музыку, iTunes, потому что они лежат, и многие спрашивают, а где вот на официальных источниках можно ваши песни найти? Кроме контактов вообще практически нигде нельзя. И вот в этом году, вот, наверное, в августе или в июле мы займемся, мастерим все наши старые песни и выложим в Мгм. сеть. Вот так вот, через официально. Ребят, но вы ведь с таким же успехом могли бы петь и на русском языке, правильно? И сочинять русскую музыку. Почему горномарийская? Ну, русских песен полно, а горномарийских в принципе нет. А, Чтоб знали горномарийские песни. Да и нас это радует. Не, русские тоже, безусловно, мы собираемся, но пока не собрались. Я предлагаю, давай говорю, сделаем что-нибудь. Но пока не до этого, все пока горномарийское. В будущем-то сделаем, наверное, парочку. Тут больше, наверное, по-другому. Кто, кроме нас, вообще будет этим тоже заниматься? Народ, как бы, хочет тоже молодежную современную марийскую песню слушать. А больше-то и некому. Мы, хотя понимаем, что это нам вообще заработок никакой не приносит. Ну, радует. Просто радует нас и слушателей. Но самое большое ограничение то, что горномарийцев очень мало. Поэтому вот наша другая сторона, лугомарийская, их же много, и по всей России они есть, и в Екатеринбурге еще где-то там есть. Они Мгм. там ездят даже с гастролями. Чисто вот. да-да-да. А нам за территорию нашего горномарийского вообще Пока никуда. Ребят, вы сказали, что хотите вообще свой концерт организовать, да, с вашими композициями? Да, команду набираем уже, вот набрали пару-тройку людей, которые поют наши песни. Нам это понравилось, в принципе. То есть вам важно сделать не только концерт дуэта вашего, а именно всех Да. артистов, Да. которым вы когда-либо писали какие-то Да. да, либо песню, либо, может, аранжировку. Делали. Да. А с кем мы сотрудничаем вообще за эти года? А вы вдвоем сотрудничаете над песнями для других? Да. Интересно, а вдруг я что-то не знаю. Много не знаешь. А мы все не расскажем. А расскажите приблизительные сроки осуществления вашей задумки с концертом. Дмитрий, скажите, Думаю, пожалуйста. осенью, наверное, октябрь и ноябрь будет. Точно планирую. Если все будет в порядке. Все пойдет как надо, то да, ноябрь. В принципе, материал уже готов. Все. Скажите, а что вам важно, когда вы свои песни в массы отдаете? Вам что важно почувствовать обратную связь? Вот именно, да, ты сказал правильно. Обратную связь хочется услышать. Чтобы люди как бы писали Понимать. комментарии какие-то там. Ну, то есть вам важно, чтобы люди понимали, ценили. Да, и в каком направлении все-таки нам идти? Скажите, а у вас один клип на ваши песни?
У нас есть еще один клип недоделанный, но это такая... Нецензурная версия? Да, скажем так. Да, Да? там Да. вообще- Ну, это мы были молодые, веселые. Боитесь выкладывать, да, боитесь общественного мнения? Нет, просто нам Я это тебе потом самому покажем, да? не нравится. Смотришь, скажешь, вот это вы даете. Ну, у нас у всех бывает, Там вообще... да? это Ну, мы хотя бы намекните, что там. Я же не помню там даже. настройки, съемка. Да, ну просто вот что-то попробовали и начали снимать, потом поняли, что не надо этого делать. Да. Что-то мы разошлись слишком и прекратили. А потом вот Сага и Твель. Ну, думаем еще клипы. Так-то вот. Да. Может, даже летом вот Потому сделаем. что клип, да, вот видео, оно очень продвигает песню, оказывается. Остальные наши песни, они вроде тоже прикольные, интересные, но они не настолько популярные, как Сага и Твель. Потому что видеоряд, он делает свою информацию. Ее на телек взяли, тоже на местную Шкарле. Я видела этот клип, когда приехала в Козьмодемьянск. Я еще тогда не была причастна к культуре. И я помню, единственный, кто мне знакомый был в этом клипе, это Марш. Я же тогда вообще никого вас не знала. О, Да, и я помню. а теперь рада? Конечно. Ну ладно, это главное. Конечно. Всегда приятно быть. А как смотрела? Так или... Если Это тоже бы важно. Я испытала чувство гордости. Ну, над клипом работала какая-то целая команда. Да, И сценарист, и да. режиссер, и... Расскажите, да, да, чья идея вообще? Мне интересно. А меня тогда не было. Ты это вот знаешь, вот эту всю историю. Мне просто позвонил, клип снимаем. Я говорю, ладно, снимаем, все. И Наталья приехал. Николаевна, нет, Да, я она... просто- Посмотрим, она предложила. Я точно уже тоже не помню. Но я сценарий, помню, что- режиссура это ее. И мы также участвовали в режиссуре. В общем, команда была крутая. И Было буквально за весело. 3 дня. Да. сняли. А скажите, что чаще всего в текстах и в музыке ваших выдается? Она всегда про любовь. Ну да, в принципе, но веселую такую, чтобы нормально. Не то, что там, меня бросили, там, я там несчастный. А у нас по жизни все весело. подожди, ну, например, вот песня Которая? Таланда, как она? А, ну это исключение. Это... Она там со смыслом, как Там- раз очень глубокий смысл, и мне переводили специально эту песню. Ну, просто перестарались чуть-чуть. Мне вот интересно, когда тебе пришла идея текста и как? Ты же явно, наверное, был в каком-то настроении. Нет, появилась Э, музыка, а потом это я что-то слово за слово тут Дима, давай вот так подправим. Дим, я тоже пишу тексты, и я всегда внутреннее состояние в тексте выкладываю. У меня лучшие тексты получаются, когда я в депрессии, в тяжелом состоянии, в предательстве, в обидах. То есть внутренне, когда мне плохо, у меня получаются шикарные стихи, тексты. Да? Да. У меня наоборот, я когда веселый сижу, радуюсь, улыбаюсь, танцую дома, и потом, Да? или Дима подбодрит меня, и потом, давай, и Мне интересно. написал начало, есть так, а что может быть дальше? Вообще вот так, давай подумаем, что может быть дальше? Ага, может быть так, давай так, ага. А что бы произошло бы еще, вот, и вот так и текст. Ну, то есть ты никогда на таком надломе, надрыве души не писал? Когда грустно и плохо, вот это, закрылся, все, давай, все, до свидания, Ага, то есть ты я просто ничего не себя- хочу, и я пошел по своим делам. Вот. А в таких состояниях для тебя сложно достучаться? Ты открыт для близких? Я всегда открыт. Просто вот если что-то... Я всегда веселый, просто если что-то делать, ныть не надо, как говорится. Веселый, работаем, все, давай, радуемся, пишем. Дима, а тебе как приходит музыка? Музыка. Я слушаю референсы, много разной музыки. Не только амбаристские, иностранные, да, татарские песни, чувашские. И вдохновляюсь. Какие-то интересные обороты также мы заимствуем. И сами придумываем. Да, накидал, кинул. Отправил. Правильно, Всё. да, сюда. Чего? Возникают у вас проблемы по тексту? Конечно, Возникают, да? да, Ну, я имею в виду поправленности написания. Вот, Это, же сложно. конечно, это важно. ещё. А с кем ты советуешься? С кем ты Сам иногда долго думаешь. Ну, Диме дают, Дима там, у кого-то, все, кто у нас поправлял все время?
Странные ебаные. Иногда бывает, ну, не знаю, как это вот, чего вообще, правильно, неправильно. А так слышал, что вот правильности, неправильности в стихах нет, в прозах, там, вот этих, Мгм. там должно быть как это. Что бы вы пожелали себе тому, кто был 20 лет назад? Тому юному время, каждый, что бы пожелал себе? Были моменты, Исправил бы, да, ну, вот вопрос, да, что-то. так, не оставлял вот эти промежутки, 2 года ничего не делал, а сидел, вот, занимался, изучал, еще бы вот с Димой вместе вот это все бы выучил, кубейсы, шмубейсы, вот это все. А мне просто не хватает, я учил, как-то сидел, и не, говорю, это не мое, я лучше давай вот так, а ты вот так. Время. Серьезности, наверное, побольше. Да уж больше. Нет, ну в моем-то случае я тоже, хоп, неделю ничего не пишу, ну бывает такое, ничего в голове нету, а что делать-то? Учился бы, наверное, побольше. Да. Музыкальной грамотности, там, в конце концов, вокалу, там, чем-нибудь вот это все вместе еще бы добавить, вот это. Если бы, да, все продуктивнее бы было. Всё. Да. У меня тоже лени поменьше. Побольше стараний, терпения, а не так вот. А то же бывает, ай, да ну нафиг, я больше не буду, и потом через год, ну все равно тянет сюда, через год опять, ай, давай еще раз. Опять потом, ай, надоело, все, не буду. И так, Ну, такие вы моменты. же как творческие личности выгораете, нам же свойственно. Да. Ну, бывает, это нормально. Не только в этом. А есть то, о чем вы сожалеете? В музыке, Нет, в жизни. в жизни. О, конечно. Мне кажется, у каждого человека есть. Но об этом не будем говорить. А времени, наверное. Были же времена у всех впустую потрачены, просто вот. Не то делал, не там был, не туда ходил. А что вы пожелаете себе будущему и каким вы себя видите? Что у вас, кто с вами, какие вы? Какие мы такие же веселые, как всегда были. Вот это я знаю, а что дальше, с кем мы будем, как мы будем, это уже там не видно будет, посмотрим. Багаж наших знаний будет побольше. Будет больше песен. Новых. И еще раз хитовых. А есть мечта? Олимпийских. С гардемарийской песней. Нет, Класс! Крутая мечта. а ну да, Кузьмовский стадион хотя бы. Это шутка. Не, у меня есть вот мысли такие, может они дурные, вот на Волге сделать дискотеку. Чего? Концерт такой на Волге, на природе. Вот типа вот сегодня вечером что будет, да, и там вот наши песни, ну, ваши песни, их песни, просто такую марийскую тусовку сделать. Не закрытую вечеринку, а открытую. Ну, мало ли. Это мечта-то? Да, вот. Сейчас я понял. Серьезно? Да, вот. Слушай, его осуществить, мне кажется, вообще просто. Нет, с оборудованием, что было вот это все Ну, такое. олимпийский посложнее осуществить. Да. А туда что, доберемся, что ты переживаешь? Хотя бы посмотреть съездим. Ну, Пожелания землякам, своему народу, что бы вы пожелали? Радоваться жизни, не забывать свой язык. слушать горномарийские песни. Ну и не стесняться этого, в конце концов, а то начинается, я не горномарийц, я не горномарийка, ой, я не понимаю. Особенно это вот беспокоит. Я, говорит, не понимаю, о чем-то поют. Я говорю, а что ты понимать-то? Я говорю, ты английский хорошо знаешь? Нет. Я говорю, французский ты хорошо знаешь? Нет. Слушай душой. Ты же слушаешь их. Ну да, говорит, действительно. Я говорю, а что, какая разница, какой язык тут? Нравится тебе, не нравится? Я говорю, не уверен, что ты все языки знаешь, другие там. Вот. Плюс-минус. Также не стесняться своего языка, своей национальности. И все. Да вообще радоваться всему.
можно я вам от нашего народа выражу благодарность? Можно? Подождите. Я так же, как и вы, душой болею за нашу культуру, за наш язык, и я знаю, что порой бывает сложно, когда ты, да, где-то даже руки опускаются. Но я благодарна вам, выражаю благодарность за то, что вы творите дальше, и мы рады, что у нас есть такое народное достояние среди вас. Спасибо, спасибо, спасибо. Я сижу, слушаю, вот надо, говорит, что-то. Я говорю, надо что-то, да, что-то вот охота. Мне только вот это сказать надо, и он это подбирает. Хоп-хоп-хоп, вот это надо. Без масла? А, ты записываешь, что ли? Да. Прошу прощения, так не говорите. Для